Товарищи работницы, долгие века женщина была угнетена и бесправна. Долгие века она была лишь придатком при мужчине, его тенью. Муж кормил жену, за это жена подчинялась его воле, покорно несла свое бесправие, свое домашнее и семейное рабство. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Теперь у крестьянки такие же права, как и у крестьянина, у работницы такие же права, что у рабочего. Женщина всюду может выбирать, может быть членом советом и комиссаром, и даже народным комиссаром. Но если по закону женщина равноправна, то жизнь еще не раскрепостила женщину. Работница, крестьянка еще в кабале у домашнего хозяйства, еще рабыня в своей собственной семье. Задача рабочих сейчас наладить жизнь так, чтобы снять бремя, заботу о детях с плеч женщины, чтобы облегчить работнице и крестьянке кабалу домашнего хозяйства. Рабочий класс заинтересован в том, чтобы раскрепостить женщин, и в этих областях рабочий должен понимать, что женщина такой же член пролетарской семьи, как и он сам. Ведь женщина трудится наравне с мужчиной. Треть всех богатств на земле созданы руками женщин. В Европе и Америке числится 70 миллионов работниц. В коммунистическом обществе женщина и мужчина должны быть равноправны. Без равноправия женщин нет коммунизма. На работу же, товарищи работницы, беритесь за свое раскрепощение. Стройте ясли, дома, материнства, помогите советам налаживать общественные столовые, помогите коммунистической партии построить новую светлую жизнь. Ваше место в рядах тех, кто борется за раскрепощение трудящихся, за равенство, за свободу, за счастье ваших детей. Ваше место работницы-крестьянки под красным революционным знаменем мирового победного коммунизма.